Владикавказ принимает участие в акции «Георгиевская ленточка». В знак памяти и благодарности ветеранам, освободившим мир от фашизма, жители города прикрепляют символ победы на грудь. Всероссийская акция, посвященная празднованию Великой Победы, впервые стартовала 10 лет назад. В этом году организаторы планируют распространить по республике порядка 30 тысяч лент. Помогать им в этом будут волонтеры, которых можно будет увидеть в разных точках города. То, что их на улице раздают бесплатно людям, это очень хорошо. Мы гордимся этими лентами. Это память о нашей великой победе, о ветеранах, которые не забыты никогда. Всегда помним их, уважаем, благодарим их за то, что благодаря них мы живем и радуемся в мирное время. Во Дворце молодежи открылась выставка, посвященная 70-летию Победы. В экспозиции представлены макеты реконструкции военных сражений и стенгазеты на военно-патриотическую тематику. Всего 216 работ. Школьники и студенты из разных районов республики постарались отобразить ключевые моменты военных лет. В финале выставки жюри определит самые необычные работы, а лучшие из них будут отправлены на всероссийский конкурс в Москву. Есть такая идея, что лучшие работы мы будем, если, конечно, нас поддержат. Хотим от выставки к выставке лучшие работы выставлять в школах, то есть создавать музеи школьные, и лучшие работы, чтобы находились там как боевой уголок. Постепенно мы все школы республики постараемся заполнить, чтобы дети видели, приобщались. К этим, на мой взгляд, очень полезная вещь. Мало того, что развивает мелкую моторику, это еще учит истории Отечества. Во Владикавказе состоялось торжественное открытие межрегиональной военно-патриотической акции, посвященной празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. В ее рамках во Дворце культуры «Металлург» прошел концерт детского сводного хора. 85 юных вокалистов в возрасте от 10 до 15 лет исполнили песни военных лет. Коллектив под руководством народной артистки республики Ольги Джанаевой является северокавказским отделением сводного хора «Дети России», который создал Валерий Гергиев. В рамках акции концерты состоятся еще в двух городах воинской славы России – Малгобеке и Нальчике. Просто необыкновенный получился праздник, действительно такие истинные патриотические чувства. Дети поют замечательный репертуар, уже проверенный временем, поют с удовольствием. Очень приятно было в зале смотреть на этот концерт. Лига КВН «Алания» вновь открыла свои двери для любителей юмора. В умении шутить на сцене соревновались 15 команд. Битва продолжалась 3 часа. Самые яркие шутки были про знаменитую кражу невесты и фильм «50 оттенков серого». Не обошли стороной веселые и находчивые, также политику. Несмотря на разницу в классе, жюри авансом пропустило в следующий тур все команды. К следующему выступлению каждому коллективу придется подготовиться основательно. Посмотреть на триумфальное возвращение Остинского КВНа пришли известные спортсмены, работники культуры, политики и председатель правительства Сергей Такоев. Приятно, что сегодня мы видим, что КВН в республике возрождается. Есть и было много лет хорошие традиции, когда гремели наши команды на всероссийском уровне. И сегодня мы видим, то, что уже 15 команд участвует, это радует. Были временами очень смешные шутки. Я надеюсь, что мы вернем Остинскому КВН былую славу.